Здравствуйте. Мы начинаем наш очередной вебинар по вопросам подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку в 2020-2021 году. Говорить мы будем, конечно, в основном о школьном муниципальном этапе, но тем не менее мы затронем, конечно, и следующие этапы. Ну, начну я, конечно, традиционно, как нас все время учит Министерство просвещения, с нормативно-правовой базы. Напомним вам, что порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников утверждается приказом Министерства образования и науки в свое время, в 2013 году, но к нему добавлены изменения, которые внесены в этот порядок вот в 2015 году, в 2016 и так далее. Также опираться при составлении заданий, проведении олимпиады на методические рекомендации по организации проведению школьного муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. И что в приказ... Так, это я куда-то не туда... Ой, проскочила, извините, коллеги. Приказ Минпросвещения от 30 июня 2020 года о внесении изменений в состав центральных предметно-методических комиссий Всероссийской олимпиады школьников. Также, ой, опять не туда ускакала. Как же я на какую? Вот на эту, да. Я также хочу обратить ваше внимание, что мы сейчас проводим олимпиаду вот не совсем стандартной, как говорится, ситуации. И вышло специальное распоряжение главного государственного санитарного врача Российской Федерации, вы знаете, об утверждении санитарно-эпидемиологических правил, то есть в организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. И вот в соответствии с этим постановлением до 1 января 2021 года запрещается проведение массовых мероприятий. То есть, что это означает для нас? Для нас это означает, что нам необходимо предусмотреть при организации школьного и муниципального этапов возможность проведения олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. Решение о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий принимается организатором олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти. И я знаю, что в ряде регионов, например, в Москве, в Московской области, школьный этап будет проходить с использованием информационно-коммуникационных технологий. И вопрос рассматривается насчет того, чтобы проводить и муниципальный этап, тоже с использованием информационно-коммуникационных технологий. Конечно, это вносит определенные, как я бы сказала, коррективы в порядок проведения олимпиады и даже в определенной мере в состав заданий, которые будут выноситься на школьный и муниципальный этап. Что же касается решения о проведении регионального этапа олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий и заключительного этапа, то это, конечно, будет принимать позже Министерство просвещения России по согласованию с Рособорнадзором. Кто принимает участие в олимпиаде? Обучающиеся, любой обучающийся общеобразовательных организаций, а также осваивающие образовательные программы в форме самообразования или семейного образования. Как разрабатываются комплекты заданий? Школьный этап проводится по заданиям для 4-11 классов. Ну, 3 пакета, вы знаете, как условно они называются для 5-6, для 7-8 и для 9-11 класса. Муниципальный этап проводится по заданиям для 7-11 классов. Региональные же и заключительные этапы проводятся по заданиям для 9-11 классов. Когда будут проходить эти этапы олимпиады? Ну, по порядку проведения в этом году олимпиады. Школьный этап не позднее 1 ноября. Если мне память не изменяет, это будет где-то одно из последних чисел октября будет школьный этап по китайскому языку.
Муниципальный этап не позднее 25 декабря, региональный пройдет не позже 1 марта и заключительный этап не позже 30 июня. Хочу обратить ваше внимание на то, что если в Олимпиаде принимают участие дети-инвалиды, участники с ограниченными какими-то возможностями, то здесь вот задаются вопросы по порядку проведения Олимпиады, утвержденному Минпросом. Они участвуют на общих основаниях. Между тем, конечно же, организатор проведения Олимпиады, конечно, должен предусмотреть определенные моменты. То есть, если у участника Олимпиады нарушены двигательные, опорно-двигательные вот эти возможности, конечно, только на первом этаже. Если слуховые какие-то возможности, то желательно, может быть, посадить в отдельную аудиторию с наушниками хорошими, чтобы была хорошая акустика. Для участника, если нарушены какие-то нарушения зрения и так далее, то для него комплект заданий, конечно же, рекомендуется увеличить шрифт. В общем-то, для всех все задания печатаются 14 кеглем. А те вот, кстати, задания, которые предусматривают, скажем, подсчет количества черт в иероглифе, даже желательно еще больше, 16 кегль, вот такой. Ну а для вот участников Олимпиады, у которых есть нарушения, сильные нарушения зрения, конечно, им все задания желательно увеличить там, до 16, может быть, даже в некоторых случаях и больше. Вот эти моменты мы в наших силах, и я обращаю ваше внимание, что этот момент, конечно, надо учесть. Каковы принципы составления олимпиадных заданий? Принципы, как говорится, общие для всех олимпиадных заданий, для всех иностранных языков. Это то, что желательно, чтобы сочетали задания разного типа и уровня сложности. Особенно, конечно, это принципиально важно для школьного этапа. Почему? Чтобы участник Олимпиады школьного этапа, там, конечно, ведь школьный этап – это массовый этап. Задача школьного этапа – это привлечь как можно больше участников, чтобы они попробовали, почувствовали вкус китайского языка, проявить у них, пробудить интерес к изучению языка. То вот на школьном этапе, конечно, задания какие-то попроще, некоторые простые, другие более сложные, третьи там менее сложные, чтобы участники Олимпиады могли выполнить хотя бы некоторые из них, чтобы не было вот такого тотального разочарования, когда все задания слишком оказались сложными для всех. Не будем забывать, что в школьном этапе участвуют зачастую, насколько нам известно, иногда целые классы, которые изучают китайский язык. И среди них есть, конечно, более слабые учащиеся. Второе, конечно, обеспечивать комплексный характер проверки коммуникативной компетенции участников, то есть проведение всех конкурсов Олимпиады. А что у нас включается в комплексную коммуникативную компетенцию? Это, конечно, общеизвестно. Аудирование, навыки чтения, навыки говорения, но это, конечно, не на школьном этапе, письма, что тоже в китайском варианте на школьном этапе мы не включаем. На более старших этапах. Составлять задания конкурса следует технологически очень корректно. Надо очень внимательно проверять такое, чтобы не было возможности, особенно вот это частое явление, когда вопросы к тексту в разделе чтения составлены таким образом, что возможно и так ответить, и то, и другое будет правильно. Вот этот момент, конечно, надо очень тщательно выверять, чтобы не было потом, обе стороны будут доказывать, что и невозможно будет доказать, что можно и так понять вопрос, можно и так ответить, и оба варианта будут верными. Учитывать актуальность публикованных материалов, то есть, конечно, избегать, например, в текстах для чтения, чтобы встречались какие-нибудь устаревшие формы, как мы знаем, в китайском языке часто используются такие, я бы сказала, клише, более какие-то устаревшего, которые сейчас уже не актуальны. Придавать заданиям новизну и творческую направленность. Привлекать к составлению заданий. Мы считаем, вот это тоже очень такой важный момент. Привлекать к составлению заданий, по крайней мере, в качестве экспертов
и к проведению туров, особенно проверки заданий по письму, это очень такой важный момент, носители китайского языка. Если у вас есть возможность привлечь какого-нибудь преподавателя из Китая, который работает в вашем городе, или кого-нибудь из консульства, если это город, где есть консульство Китая. В общем, носители языка, потому учитывая специфику, как говорится, нашего китайского трудного языка. Теперь по количеству баллов. На школьном этапе, как мы знаем, в школьный этап включаются 3 конкурса. Это аудирование, чтение и лексико-грамматический комментарий. То есть для 5, 6 и 7, 8 классов 3 конкурса. Поэтому максимальное количество баллов это будет 45. За аудирование 15 баллов, за чтение 10 баллов и лексико-грамматический тест 20 баллов. Для 9-11 классов на школьном этапе добавляется еще один конкурс. Это лингвостроноведческая викторина, 10 баллов. Поэтому для 9-11 классов на школьном этапе максимальное количество баллов это 55. На муниципальном этапе добавляется еще один конкурс. Это творческое письменное задание. Оно оценивается в 20 баллов, поэтому на муниципальном этапе максимальное количество баллов. Для 7-8 класса это будет 65, поскольку не включается лингвостроноведческая викторина, а для 9-11 класса 75 баллов, поскольку уже для них конкурс будет состоять из 5 конкурсов. Что же касается регионального и заключительного этапов, то здесь максимальное количество баллов 100, поскольку за устный тур добавляется еще 25 баллов. Это что касается баллов на конкурсных этих испытаниях. Итак, как я сейчас уже говорила о том, какие конкурсы включаются в школьный этап, муниципальный этап, региональные и заключительные этапы. Теперь о продолжительности. Аудирование должно занимать где-то примерно около 15 минут. И тут мы должны понимать, что для 5-6 класса, конечно, это могут быть даже не полный какой-то текст, а какие-то фрагменты текстов, или даже, может быть, отдельные предложения, в которых нужно прокомментировать, например, да, нет, или выбрать правильный ответ. То есть для 5-6 классов сделать более упрощенную такую форму. Если это в общей сумме звучание, продолжаем. То есть длительность звучания для 5-6 класса в аудиозаписи это максимум 1-1,5 минуты, максимум. Для 7-8 можно увеличить уже где-то 1,5-2 минуты, даже до 2,5, если это, скажем, будут 2 каких-нибудь текста звучать. И для 9-11 класса это уже 3-4 минуты. Если это будут 2 текста, то может быть покороче. Каждый текст, скажем, длительностью до 2 минут, до 1,5 минут. Вот так вот. Чтение. На чтение уделяется 30 минут. Это достаточно, это, конечно, аутентичный текст, но не очень большой. И к нему, как вы помните, 10 вопросов. То есть на чтение дается примерно где-то на понимание где-то минут 10 и где-то минут 10-15. И на ответ на эти 10 вопросов тоже дается где-то 15-20 минут. Лексико-грамматический тест 30 минут. Там 20 заданий, которые проверяют на знание лексики, грамматики, иероглифики. 20 заданий. На это выделяется 30 минут. И для 9-11 класса лингвостроноведческая викторина. 15 минут. Это 10 вопросов. Обращаю ваше внимание, что Центральная предметно-методическая комиссия приняла решение в разделе «Лингвостроноведческая викторина» вопросы писать на русском языке. А выбор ответа предлагается уже из 4 вариантов, которые записаны китайскими иероглифами.
Продолжительность таким образом получается, что на школьном этапе для седьмых, восьмых, для пятых, шестых, седьмых, восьмых классов это час 15 минут, а для девятых, одиннадцатых на 15 минут больше, то есть 1,5 часа, 150 минут. На муниципальном этапе, где добавляется письменное творческое задание, на которое выделено 60 минут, таким общий объем будет занимать для 7-8 класса 2 часа 15 минут, а для 9-11 класса уже 2 часа 30 минут. Конкурс устной речи у нас появляется только на региональном этапе. Как он устроен, если кратко, то это так. Это групповая форма задания, где все участники подразделяются на группы, где-то на примерно 4 участника в каждой, ну, может быть, 3, 5, где-то в среднем 4 участника, которые получают задания, тема, дискуссии, ток-шоу и имеют 50 минут в своем распоряжении на то, чтобы прописать какие-то роли, реплики, диалоги, отрепетировать проведение дискуссий. И затем в 7-10 минут они представляют жюри результаты своей работы, то есть свою беседу, дискуссию, свое ток-шоу. Таким образом, тут лимитировать время мы не можем, поскольку здесь зависимость от количества участников. Но, как мы видим, что когда проходит первые 50 минут, и дальше жюри принимает вот где-то по 7-10 минут каждую группу, потом проводит где-то минут 3-4 там на обсуждение, выведение баллов средних, и заходит следующая группа. Опять-таки хочу напомнить, что необходимо предусмотреть использование информационно-коммуникационных технологий при проведении всех этапов Олимпиады. Почему я это говорю? Если будет принято решение проводить муниципальный этап тоже с использованием информационно-коммуникационных технологий, то Центральная предметно-методическая комиссия приняла решение снять из состава тестов письменное творческое задание. Но мы с вами понимаем, почему это делается. Потому что компьютерный ввод иероглифики, как говорится, снимет вообще все иероглифические ошибки. А это очень важный критерий оценивания письменного творческого задания. И мы решили, что подождем, когда вот ситуация, надеемся, к региональному этапу изменится, и письменное творческое задание тогда появится на региональном этапе. Аудирование. Если говорить о том, как проверяются на Олимпиаде межкультурные коммуникативные компетенции, то аудирование, понятно, они должны понять на слух выдержанное в естественном темпе аутентичное сообщение повседневного или бытового характера. Обращаю ваше внимание, что, конечно, европейские языки включают здесь и общественно-политического характера тексты, но мы с учетом специфики нашего языка все-таки ограничиваем тематику аудирования для школьников сообщениями повседневного или бытового характера. Но участники Олимпиады должны уметь выделять главную и второстепенную информацию, предъявленной им аудиозаписи. Понятно, что в аудиозаписи могут встречаться и незнакомая лексика для участников Олимпиады. И тут, как говорится, важно, чтобы школьник умел выделять главную и второстепенную. В заданиях к этому разделе аудирования, разумеется, не будет фигурировать лексика, которая, как понимает жюри, заведомо будет незнакома для участников Олимпиады. В разделе чтения это задание предполагает проверку владения школьниками рецептивными умениями и навыками содержательного анализа письменных текстов. Вопросы к этому заданию, так же как и вопросы в разделе аудирования, поделены на две части. Часть вопросов – это соответствует ли приведенное высказывание содержанию текста, да, нет, или об этом вообще в тексте ничего не было сказано, и поэтому следует ответить, что нет информации на этот счет вообще. И вторая часть вопросов – это предлагается, опять-таки, варианты, задается вопрос и несколько вариантов ответа. Как правило,
4. Ну, на школьном этапе может быть и 3. 3-4 варианта ответа. И нужно выбрать правильный вариант ответа. Здесь я опять-таки хочу обратить внимание вот для тех коллег, которые будут заниматься составлением заданий. Вот наиболее часто встречаемая ситуация – это когда вот вопрос не совсем корректен, который предполагает и такой ответ, и такой ответ. И оба ответа, как говорится, можно найти аргументы, доказать, что это правильно. Желательно, чтобы был однозначный ответ на вот поставленный вопрос. Лексика, третий раздел, лексико-грамматический тест. Конечно, здесь проверяются лексические, грамматические и в нашем случае иероглифические умения, навыки участников Олимпиады. То есть для того, чтобы, например, подсчитать количество черт в иероглифе, причем в незнакомом иероглифе, в этом такому роду задании надо предъявлять иероглиф, который заведомо незнаком участнику Олимпиады, изредка, может быть, встречаем. Чтобы подсчитать правильное количество черт, школьник должен знать порядок написания черт иероглифа и разбираться, какие есть вообще черты иероглифа. Только тогда он сможет правильно выполнить такое задание. Ну и, конечно, грамматика, лексика, то есть за вопросы по грамматике, по лексической сочетаемости, возможно, задание на подстановку, скажем, в какой-то небольшой текст, там несколько вопросов на подстановку, выбор или лексики, или выбор иероглифа, который пропущен и так далее. Вот такого рода. Лингвостановедческая викторина для участников 9-11 классов проверяет проверку знаний разного типа, в том числе энциклопедических, знаний о мире, о языке и прочее, о культуре, истории, географии, причем хочу обратить ваше внимание и Китая, и России. Вот в этом плане, знаете, в самые первые годы проведения Олимпиады у нас были только знания о Китае. Впоследствии, как говорится, нас поправили в этом смысле. Конечно, наш школьник должен, мы, владеющий иностранным языком, должен знать не только о стране изучаемого языка, но должен уметь рассказывать и о своей стране. Это и в целях, как говорится, патриотического воспитания и так далее. Поэтому здесь включаются вопросы о культуре, истории, географии, о литературе и Китая, и России. Но хочу опять-таки напомнить вам, что вопросы будут задаваться на русском языке. Надо выбрать вариант ответа, а варианты приводятся уже в иероглифической записи. Я думаю, вот такое положение дел обрадует многих, как говорится, участников Олимпиады. Письменное творческое задание появляется только на муниципальном этапе. И это творческое задание, которое ориентировано на проверку письменной речи участников Олимпиады. Как вы знаете, обычно, традиционно это представляет собой задание составить текст оригинальный, в котором приводится только первая фраза, или только последняя фраза, или первая и последняя, опущенная середина. И участник Олимпиады должен, проявив фантазию, проявив оригинальность мышления, заполнить, скажем, этот текст, или завершить его, или наоборот начать и привести к такой вот конечной фразе и так далее. Значит, вот это и 60 минут. Задание, которое, как показывает опыт, является, ну, пожалуй, наиболее сложным для участников Олимпиады. И как нам представили вот статистику по региональному этапу прошлого года, именно это задание представило наибольшую сложность. Порядка 20% не справились, участников региональных этапов, не справились с этим заданием. И по понятным причинам, конечно, иероглифика. Без компьютерного ввода иероглифов очень много допущено ошибок в иероглифике. Кто-то не смог полный объем составить, требования по объему текста. Текст был слишком короткий, не дотягивал до необходимого объема. И иероглифика. То есть вот это, конечно, такой момент, слабое звено, я бы сказала, у участников Олимпиады, на который им надо обратить внимание при подготовке. И устный тур, который тоже появляется только на региональном и на заключительном этапе, как я уже сказала, представляет вот такое социокультурное взаимодействие с последующим представлением группового
и индивидуального результата в виде ток-шоу. Не будем забывать, что оценивается как вот такой групповой критерий, так и индивидуальные результаты. То есть, а именно, лексическое оформление речи, грамматическое оформление речи, произношение, манера держания, естественность ведения беседы, отсутствие такой натянутости, зажатости и так далее. Ну и, конечно, содержательная часть. Это если мы говорим о проверке межкультурной компетенции. Критерии оценки. Коллеги, критерии оценки, что касается школьного этапа, где у нас только 3 конкурса для младших классов и 4 конкурса для 9-11 классов, критерии соответствуют главному принципу, как говорится, который принят на всех олимпиадах по всем предметам, тестовые задания. То есть за каждый правильный ответ 1 балл. Вот на школьном этапе, как говорится, за каждый правильный ответ 1 балл. В результате младшие классы максимально 45 баллов, а для 9-11 класса 55 баллов. Более сложные критерии оценивания появляются, когда появляется письменное творческое задание. Письменное творческое задание, максимальное количество баллов 20. Тут оценивается по нескольким позициям. Содержание – это максимально 10 баллов, организация текста и языковое оформление тоже максимально 10 баллов. Но это так в краткой записи, как вы, наверное, уже знаете. Тут есть подразделения, тут учитываются и грамматические ошибки, и лексические, иероглифические. Ну и по содержательной части, это как содержательное содержание, как оно выполнено. Бывает более содержательно, менее, когда бывает вообще не выполнена коммуникативная задача, то есть текст не получился и так далее. Но максимальное количество баллов 20. Тут вот тот момент такой при проверке письменных частей. Тут рекомендуется сначала фронтальная проверка какой-нибудь одной случайно выбрать работу, ее проверить, выделить все ошибки, отксерокопировать и всем членам жюри, как говорится, прийти к коллективному такому мнению, консенсусу, обсудить вот эти выставленные оценки. И таким образом все члены жюри вырабатывают такую сбалансированную модель проверки. Проверка работы осуществляется индивидуально, причем каждая работа не менее 2 членами жюри. Никаких пометок на оригинале не следует делать. Если это будет ксерокопия, то там, конечно, пометки можно делать. Но главное, что 2 члена жюри, независимо друг от друга, проверяют работу. Что происходит, если бывает расхождение в оценках? Наш опыт показывает, что опытные члены жюри уже настолько выработался сбалансированный такой подход к оцениванию, что больших расхождений почти не встречается, в общем-то, и, наверное, вы со мной согласитесь. Но если расхождение в оценках 2 членов жюри, которые проверяли работу, превышает 3 балла, то лучше назначить еще одну проверку и 3-й член жюри, и потом уже выставится средняя оценка из всех 3. Ну а когда уж совсем большое расхождение, что вообще в нашей практике вообще практически не встречалось, 6 и больше баллов, то тогда надо проверять всем коллективом жюри и обсуждать оценки всеми членами жюри и так далее. Что касается устного тура, который будет на региональном этапе, на заключительном этапе, на данном максимальное количество баллов 25. Содержание презентации максимально 5 баллов. Работа, взаимодействие, как у нее, естественно ли происходит обмен мнениями, равно ли количество времени говорят каждый из них, или бывает так, что кто-то один говорит много, а другой говорит мало. Вот эти критерии тоже максимально 5 баллов. И дальше идут индивидуальные оценки. Это убедительность, наглядность, максимально 3 балла. Выразительность, естественность ведения беседы 3 балла. Лексическое, грамматическое и произношение, каждый по 3 балла. Это что касается критериев оценки устного тура, что, как говорится, сейчас на данном этапе, когда у нас на повестке дня стоит школьный и муниципальный этапы, пока еще
менее актуально. Также хочу напомнить, что обязательно необходимо предусмотреть материально-техническое обеспечение в том плане, что желательно в аудитории, чтобы висели часы, поскольку все идет на время. Надо, чтобы каждый участник Олимпиады смог в любой момент, посмотрев на часы, видеть, сколько у него осталось времени, поскольку превышать время, выделенное на проведение Олимпиады, школьного этапа, например, час 15 для младших классов и час 30 для 9-11 классов, не разрешено. Для проведения конкурса аудирования в этой аудитории, если это несколько аудиторий, в каждой аудитории должен быть компьютер, ну и флешка, наверное, чтобы были хорошие динамики, чтобы была хорошая акустика. Для того, чтобы это проверить, обращу ваше внимание, в самом начале преподаватель, учитель, который будет в классе, включить, вот там, где в начале пойдет, кстати, еще обращу внимание, желательно аудиозапись записать сразу со всеми необходимыми, значит, комментариями и паузами. То есть желательно, чтобы было записано сразу, когда по русским текстам говорят, сейчас начнется раздел конкурс по аудированию. Вы прослушаете текст. После него у вас будет там, допустим, там сколько-то минут на ответ. Затем вы прослушаете второй раз. После этого звучит текст, после него идет пауза, молчание, 2 минуты. Это делается для того, чтобы не лишней суеты не было, ни перещелкивания, прокручивания записи и так далее. Один раз включили и ждем до самого конца, чтобы вот эта аудиозапись со всеми необходимыми паузами прозвучала. Итак, в самом начале желательно, чтобы учитель в классе, включите там, когда пойдет русский текст, чтобы проверить, все ли слышно всем. Потому что иногда дети могут смущаться, промолчать, а на самом деле кто-то сидит в каком-нибудь углу класса, и ему, допустим, не слышно динамики, которые только впереди. Вот этот момент тоже, пожалуйста, чтобы все участники Олимпиады были в равном положении. Конечно же, в этом классе должны быть запасные ручки и запасные бланки ответов. С учетом нынешней эпидемиологической ситуации обращаю отдельное внимание, что парты должны стоять на должном расстоянии друг от друга, по одному и на должном расстоянии друг от друга. Мы должны учитывать вот нынешнюю такую ситуацию с пандемией. И последнее, напоминаю, что запрещается участникам пользоваться любой справочной литературой. Нельзя пользоваться также собственной бумагой, и нельзя, чтобы на столе лежало что-то там типа телефонов мобильных, какие-то другие электронные, любые электронные средства связи категорически запрещены. Вообще при входе в класс все участники должны выключить свои мобильные телефоны и сложить их, скажем, на стол учителя или на какой-то отдельно выделенный стол. Вот это требование должно самым строгим образом соблюдаться. Напомню, как проходит процедура анализа олимпиадных заданий. Очень кратко. Цель ведь этой процедуры – это информировать участников Олимпиады о правильных вариантах ответов, объяснить ошибки, убедительно показать, что выставленные баллы соответствуют принятой системе оценивания. Чем полнее будет вот это разъяснение, тем меньше, как говорится, возможных недоразумений, конфликтов, несогласий, апелляций и так далее последует в последующем. Во время показа хочу напомнить один очень важный момент. Когда будет показ работ, во-первых, соблюдайте время, не более 10 минут на одну работу. Это первое. И второе, баллы в ходе показа не повышаются. Даже если допущена, скажем, какая-то техническая ошибка, вы обнаружили сами, что ошиблись те коллеги, которые подсчитывали баллы, это делается только через апелляцию. Участник Олимпиады пишет апелляцию, он может не присутствовать на ней, но только через апелляцию повышаются или уменьшаются баллы. И апелляция, кстати, хочу пожелать, конечно, чтобы их было меньше, но во время апелляции организатор проведения Олимпиады должен обеспечить видеозапись. Коллеги, у нас время, как говорится, я смотрю, осталось не так много. Если у вас есть какие-то, у нас есть вопросы?
Сейчас я посмотрю, чтобы вопросов не было особых. Да. Так, я вижу, что вопросов пока у меня нет. Тогда я несколько слов, может быть, от таких чисто общих. Хочу, конечно, всем коллегам выразить свое уважение в том плане, что мы с вами понимаем, что подготовка учащихся к Олимпиаде по китайскому языку, наверное, как и ко всем остальным учебным дисциплинам, но мы с вами китаисты и знаем, что подготовка к участию к Олимпиаде по китайскому языку требует очень большого напряжения сил, как от учеников, так и от учителей. И это длительный процесс. И во время подготовки, конечно, мы бы рекомендовали, чтобы каждый участник Олимпиады был ознакомлен с правилами проведения Олимпиады. Тут я обращаюсь, коллеги, к вам. Помогите участникам Олимпиады разобраться, как себя правильно вести на Олимпиаде, что можно, чего нельзя. Вот зачастую дети, особенно младших классов, вот эти вещи, они сами, как говорится, они их не почитали, и они ведут себя не совсем, может быть, правильно. Конечно, повторить перед этапом следует грамматику, лексику, но что очень обращаю отдельное внимание на написание иероглифов. Это если когда у нас на этапе Олимпиады включается письменное творческое задание. Я бы также порекомендовала не упускать такой важный момент. Тренировать, пусть участники тренируют себя, участвуя в дистанционных олимпиадах по китайскому языку. В наше время уже сейчас проводятся олимпиады по китайскому языку и МГУ, и Высшей школы экономики в Москве, в Петербурге, Санкт-Петербургский университет, на Дальнем Востоке, Дальневосточный университет. И есть другие учебные заведения, которые проводят дистанционные олимпиады. Это лишним не будет, все это помогает. И последнее, конечно, коллеги, тоже хочу обратить ваше внимание, как-то уделите внимание и в определенной мере психологической подготовке участников Олимпиады. То есть это, конечно, испытание, тем более для таких неокрепших организмов. То есть вот этот момент тоже надо учесть, подсказать, помочь, научить, как держаться вот таким вот определенным олимпийским спокойствием, принимать как какие-то свои успехи или неудачи, так и успехи других своих товарищей. Вот если вот пара слов на этом, тогда я еще раз посмотрю, если появился какой-то вопрос, я на него с удовольствием отвечу. Поскольку я вижу, коллеги, я желаю вам успехов в проведении школьного и муниципального этапов. И опять-таки напоминаю нашу необычную ситуацию с эпидемиологической обстановкой, чтобы этот момент поберегите себя, конечно, прежде всего, и наших детей. Спасибо за внимание. До свидания.